76 лет существует башкирская содовая компания. В этом году новый виток развития. По решению президента России Владимира Путина Башкортостан получил контрольный пакет акций. Какое это имеет значение и какие перспективы, обсудим прямо сейчас в программе интервью. Сегодня вместе с нами Альфия Кузнецова, заместитель директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан, доктор экономических наук. Альфия Рашитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы можете прокомментировать решение президента России Владимира Путина по передаче контрольного пакета акций БСК республике? Конечно, сам факт того, что состоялось такое очень интересное, исторически значимое событие, конечно, имеет очень важное значение для социально-экономической сферы развития Республики Башкортостан. Конечно, это тоже очередная победа Радия Фаритовича. Я надеюсь, что не последняя, и, соответственно, планы на будущее, я думаю, предприятие тоже сейчас скоординируется и скорректируется, и я думаю, что будет больше успеха. Альфия Рашитовна, давайте обсудим предприятие. В каком сегодня оно состоянии находится за 76 лет со старта, да, и до сегодняшних дней, что оно из себя представляет и какие перспективы вы видите? Вообще, сама по себе башкирская содовая компания – это динамично развивающееся химическое предприятие, которое занимает очень большую долю на рынке, как Российской Федерации, так и в мире. Важно отметить, что примерно 85% пищевой соды производится именно этим предприятием, и в общероссийском масштабе это, конечно, емкость рынка очень приличная. Кроме всего прочего, кальцинированная сода производится на данном предприятии. Емкость рынка кальцинированной соды, производимой именно в Республике Башкортостан, составляет 67%. 27% поливинилхлорида производится на данном предприятии, около 20% каустической соды и 15% кабельных пластикатов. Какие перспективы вы видите в дальнейшее развитие? Вы знаете, вот сам факт того, что сейчас в настоящее время предприятие реализует свою продукцию в более чем 50 стран, это Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, уже говорит о том, что в принципе предприятие успешно функционирует. Но в то же время перспектив развития очень много в связи с цифровизацией экономики, в связи с современными потребностями рынка, которые действительно имеют тенденцию к росту. Важно отметить, что руководство предприятия проводит активную кадровую политику, в рамках которой вовлекает очень активно работников к участию в дела организации. В частности, предложена такая очень интересная схема, как, например, разработка инновационных продуктов, инновационных идей. На предприятии даже существует банк новых идей, которые могут пополнять сотрудники предприятия. И, соответственно, за последние 20 лет работники предприятия, инженера разработали более 200 патентов, большая часть из которых успешно реализуется на предприятии. Какое значение и эффект это может иметь для развития города Стерлитамака? Вы знаете, башкирская содовая компания оказывает положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры не только города Стерлитамака, но и активно выступает в качестве мецената различных республиканских фестивалей, конкурсов. Поэтому я думаю, что сам факт того, что сейчас республика обладает наибольшим пакетом акций, возможностей для ведения вот такой вот активной благотворительной деятельности, социально значимой деятельности будет еще больше. БСК входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Башкортостана. Сейчас республика получила контрольный пакет акций. Как это связано, может быть, с развитием экономики? Какой эффект на экономику региона может это повлиять? Вы знаете, вообще, что касается сырья для башкирской содовой компании, на территории республики ее немало, например, в Баймакском районе. А это значит, что возможности для расширения объемов производства у нас еще есть. Наличие международных контактов, наличие зарубежных связей, каналов для развития экспорта – это есть дополнительный источник прибыли, который тоже очень важен для создания дополнительных рабочих
рабочих мест, для того, чтобы, соответственно, пополнять налогооблагаемую базу нашей республики. Поэтому сам факт того, что на предприятии сейчас занято свыше 9 тысяч человек, жителей Стерлитамака, это уже тоже как бы само за себя говорит. Ну и плюс семьи, это еще десятки тысяч. Конечно, конечно. Зависимые. Да. Модернизация предприятия, нужна ли она, вот по вашему мнению? Вы знаете, судя по той информации, которой обладает Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, башкирская содовая компания не смогла бы достичь вот тех результатов, какие сейчас у нас есть. Это высокая доля на рынке, значит, на мировом рынке и на российском рынке, если бы они регулярно не занимались вопросами обновления основных производственных фондов, развития, значит, инноваций и так далее. Поэтому здесь нужно сказать, что останавливаться не нужно. Нужно дальше придумывать новые виды продукции, расширять производство для того, чтобы увеличить долю рынка, найти новых потребителей и так далее. А сырье, я думаю, в республике у нас есть. По данным Министерства промышленности Башкортостана, порядка 60 миллиардов планируется инвестировать в ближайшие годы. Диапазон до 2030 года, если не ошибаюсь. Какой эффект это может иметь? И вот как вы оцениваете вот эти такие цифры? Но вообще, конечно, в постпандемический период, когда наша республика и страна, да и вообще весь мир пережили такое действительно незапланированное, можно сказать, перераспределение денежных средств, бюджетных средств и вообще средств предприятий. Многие люди остались в некоторых отраслях экономики без работы. Башкирская содовая компания за 2020 год нарастила объемы производства на 15%. Объемы производства пищевой соды составили примерно 200 тысяч тонн. Каустической соды около 20 тысяч тонн, насколько я помню. И я считаю, что, конечно, если будут дополнительные инвестиции, это, еще раз повторяю, дополнительные рабочие места, это, конечно же, вклад в экономику, в развитие социальной сферы и, конечно же, благополучие граждан. Ну и укрепление экономики. Да, конечно. Всего региона. Да. Социальная составляющая, вот также озвучиваются возможное повышение зарплат. Возможно ли это, да, в этой связи? Вот. И что еще интересного вы видите вот в этой сфере? Ну, вы знаете, тут логически, конечно, рассуждая, увеличение объемов выручки может способствовать увеличению рентабельности при наличии как бы действующих основных производственных фондов, с одной стороны. С другой стороны, увеличение и создание дополнительных рабочих мест – это тоже огромный плюс. Увеличение заработной платы, оно, конечно же, логически как бы идет где-то на 15-20% за последние 3-5 лет, как бы это тоже неплохо. Вот. Поэтому, конечно, социальная составляющая очень важна. Потом, вы знаете, сами руководители предприятия занимаются нематериальной поддержкой своих сотрудников. В частности, существуют такие традиционные нематериальные способы мотивации работников к труду, как, например, доска почета, благодарность, звание лучшего по профессии, конкурс профессионального мастерства и так далее. Это тоже имеет очень важное значение для людей. Сколько бы человек ни получал денег, все равно похвала, доброжелательная похвала или доброжелательная критика, это тоже очень важные инструменты, которые нужно использовать в управлении. Ну, когда человек видит, что его ценят. Конечно. Экологические составляющие, что видите здесь вы? Ну, вообще, вы знаете, это, конечно, немножко не моя тема. Но сейчас ведь новые вот параметры, когда оценивают экономику, в том числе и через экологию. Да, конечно. Я считаю, что здесь нужно все-таки активизировать, опять же, инновационную работу научных кадров и инженеров данного предприятия. Я знаю, что работа ведется по защите окружающей среды, значит, в связи с деятельностью данного предприятия. У нас есть, значит, уже действующие технологии, нужно развивать еще и новые технологии, поэтому здесь в данном случае я считаю, что опасности такой вот катастрофической для окружающей среды быть не должно. Ну и посмотрим, Альфия Рашидовна, вот диапазон 5 лет, 10 лет и 15, вот виток развития, что мы увидим, что мы можем увидеть точнее? Ну, вы знаете, вообще
в структуре развития нашей экономики мы видим, что примерно 40% принадлежит промышленности. Поскольку это промышленное предприятие, конечно же, нужно опираться на такие промышленно развитые предприятия, индустриально развивающиеся, готовые к диверсификации деятельности предприятия, к расширению видов производимой продукции. Это все очень важно, стратегически важно для нашего региона. Ну и я думаю, что успех, конечно же, предопределен при грамотном, чутком руководстве. Нужно внимательно также прислушиваться к мнению, опять же, передовых сотрудников. Я знаю, что на предприятии такая работа ведется, и поэтому верю в успех. Спасибо большое, Альфия Рашитовна. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Альфия Кузнецова, заместитель директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан, доктор экономических наук. И мы говорили о том, что Башкортостан получил контрольный пакет акций башкирской содовой компании по решению президента России Владимира Путина, и о том, какое это имеет значение для всего региона, и о том, о каких перспективах можно здесь говорить. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.